Прямо сейчас вашему вниманию предлагаем прямую трансляцию с подстанции «Майя» в связи с присоединением двух энергорайонов республики к единой энергетической системе России. Электроэнергия давно стала неотъемлемой частью жизни. Это свет в домах и на улицах, работа предприятий и инфраструктуры. Качество и стоимость энергии – главные показатели для потребителей. Сегодня 78 регионов России являются частью одной энергосистемы. Их связывает единая национальная электрическая сеть. Ее оператор ФСК ЕС, входящая в группу Россети. Такая схема снабжения позволяет обеспечить максимальную надежность. Потребители имеют доступ на оптовый рынок энергии и мощности ЕС России, получая сбалансированные цены. Энергосистемы на территории 6 субъектов, крупнейшим из них является Республика Саха-Якутия, работают в изолированном режиме. Они более уязвимы при авариях, а расходы потребителей существенно выше, чем ЕС. Якутия – самый большой субъект России с развитой промышленностью, богатой природными ресурсами. Регион обладает большим потенциалом социально-экономического развития. Исторически энергосистема разделена на 3 основных района, в которых проживают 85% населения. Здесь работают генерирующие станции, вырабатываемая ими энергия распределяется по внутренним сетям, не имеющим прочных связей как друг с другом, так и с ЕС России. Для решения этой проблемы в 2018 году ФСК ЕС завершил работы по созданию крупнейшего в стране транзита 220 киловольт Нерюнгринская ГРЭС, Нижний Куранах, Томмот, Майя. Протяженность транзита 756 километров. Он проходит от границ Якутии с Амурской областью до административного центра Якутска. В республике построены 2 новых центра питания – подстанции 220 киловольт «Майя» в пригороде столицы, а также транзитная «Томмот» – заключительный этап всего проекта. Энергообъекты подготовлены для работы в суровых климатических условиях. Здесь применено самое современное оборудование, отвечающее требованиям надежной и безопасной эксплуатации. Оно экологично и бесшумно. Теперь созданы технические возможности для синхронизации с ЕС России, а это повысит надежность снабжения городов, нефтепроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан, предприятий золотодобывающей и угольной промышленности. Энергоемкие потребители смогут оплачивать услуги передачи по иному тарифу ФСК ЕС и перейти на прямые расчеты на оптовом рынке в неценовой зоне. С запуском нового транзита и в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации изолированный центральный энергорайон Якутии становится частью единой энергосистемы страны. Работа продолжается. Уже в ближайшее время дополнительные связи с Иркутской областью получит промышленный запад республики. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня здесь, на Мегинской земле, происходит историческое событие. Сегодня якутская энергетика официально уже соединяется с энергосистемами Сибири и Дальнего Востока. Мы долго шли к этому. Многие годы энергетическая инфраструктура Якутии была изолирована, и мы все прекрасно помним, какие проблемы доставляло нам любое аварийное отключение в наших селах, в городах, в том же городе Якутске. И сегодня, после окончания тестовой эксплуатации, уже в промышленную эксплуатацию начинает работать вся эта система, которая построена энергетиками России за беспрецедентно короткие сроки. Я выражаю огромную благодарность и правительству Российской Федерации, руководству федеральной сетевой компании, лично генеральному директору Андрею Евгеньевичу Мурову, всем тем, кто трудился на строительстве этой линии, которая практически составляет 756 километров от Нерюнгри до села Майя. В результате этой работы мы сегодня можем сказать, что энергетика Якутии слилась с энергетикой Сибири и Дальнего Востока. В результате этого, конечно же, мы будем кратно повышать свою уже надежность энергоснабжения, что для нашей Якутии, для ее экстремальных природно-климатических условий крайне важно и крайне нужно.
Конечно же, это повлечет также за собой и определенную уже в дальнейшем помощь нашему бизнесу, нашей бюджетной сфере, так как тарифы, которые будут устанавливаться, они будут уже среднероссийские, а не так, как когда на Дальнем Востоке именно для Якутскэнерго устанавливались те или иные решения, которые, к сожалению, значительно превышали среднероссийские показатели. Я еще раз благодарю всех тех, кто трудился на строительстве этой линии, кто ее вводил в строй. Уверен, что с сегодняшнего дня энергетика Якутии заживет по-новому, и это еще один шаг к развитию нашей Якутии. Якутия вперед! Да, уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые коллеги, друзья, добрый вечер. Действительно, 18 декабря 2018 года постановлением правительства номер 1496 центральные и западные энергорайоны Якутии присоединены с 1 января 2019 года к единой энергосистеме России, к единой национальной электрической сети. Значит, буквально за нашей спиной находится распредустройство или газовое, современное, 220 киловольт. И вот этим выключателем, который прямо непосредственно близости от нас, состоялась синхронизация впервые в истории якутской энергетики энергорайона Центрального, где мы с вами находимся, города Якутска, якутских ГРЭС с энергосистемой Объединенной Востока. Значит, федеральная сетевая компания в декабре прошлого года завершила грандиозный проект, о чем сказал Александр Сергеевич. Значит, построена связь между Нерингринской ГРЭС через Нижний Куранах, Томот, Маю, значит, с двумя современнейшими центрами питания. Таких подстанций современных с таким исполнением, с таким набором оборудования достаточно немного в стране. И это первые такие две подстанции в Якутии. Я надеюсь, это даст импульс новому развитию энергетики. Значит, несомненно, это повысит надежность. Мы знаем, что центральный район Республики Якутия был в регионах с высокими рисками перерыва электроснабжения, который утверждается приказом Министерства энергетики. И мы параллельно с реализацией дорожной карты по синхронизации районов занимались тем, что ликвидировали вот эти риски. И сегодня, надеюсь, когда энергосистема Якутии связана с единой национальной электрической сетью, в домах жителей Якутии, на производствах Якутии не будет никогда перерывов электроснабжения. Дополнительно хочу сказать, что по этому постановлению правительства и западный энергорайон Якутии присоединен к энергосистеме Востока, значит, через линию Алекминск-НПС-15. И федеральная сетевая компания в 2019 году завершает тоже не менее амбициозный проект по присоединению энергосистемы и усилению связи с ОС Сибирью. Будут построены такие центры питания, как Сухой Лог, значит, связи Сухой Лог-Пеледуй, Сухой Лог-Мамакан. И в этом году, ушедшем году, 18-м, ФСК ЕС завершила проект по строительству подстанции 500 киловольт Усть-Кут. Вот эти связи действительно позволят более чем 500 000 жителей Якутии ощутить новое веяние большой энергетики. И Якутия стала 79-м субъектом Российской Федерации, которая присоединилась к единой национальной электрической сети. Сегодня мы говорим, что действительно первые 22 дня тестового режима вот этого опробованной синхронной работы прошли, и можно говорить, что все технологические системы работают исправно, и ЕС России, и НС России, ФСК ЕС управляет единой национальной электрической сетью, готовы обеспечивать постоянный переток в центральный энергорайон Якутии на уровне 92 мегаватт. Это полностью нивелирует все риски, о чем я сказал выше, и позволит осуществлять развитие инвестиционного климата в республике. Поэтому еще раз от всей души поздравляю и выражаю глубокую благодарность от лица федеральной сетевой компании, значит, лично губернатору, главе республики, всем жителям, местным, подрядным организациям, которым нам помогали в этом амбициозном проекте. И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо. Еще раз всем большое спасибо. Уверен, что с запуском этой линии, конечно же, в домах наших жителей всегда будет светло и тепло. Еще раз с праздником и большое спасибо, Андрей Михайлович, вам и всей компании. Спасибо. Спасибо.
Электроэнергия давно стала неотъемлемой частью жизни. Это свет в домах и на улицах, работа предприятий и инфраструктуры. Качество и стоимость энергии – главные показатели для потребителей. Сегодня 78 регионов России являются частью одной энергосистемы. Их связывает единая национальная электрическая сеть. Ее оператор ФСК ЕС, входящая в группу Россети. Такая схема снабжения позволяет обеспечить максимальную надежность. Потребители имеют доступ на оптовый рынок энергии и мощности ЕС России, получая сбалансированные цены. Энергосистемы на территории 6 субъектов, крупнейшим из них является Республика Саха-Якутия, работают в изолированном режиме. Они более уязвимы при авариях, а расходы потребителей существенно выше, чем ЕС. Якутия – самый большой субъект России с развитой промышленностью, богатой природными ресурсами. Регион обладает большим потенциалом социально-экономического развития. Исторически энергосистема разделена на 3 основных района, в которых проживают 85% населения. Здесь работают генерирующие станции, вырабатываемая ими энергия распределяется по внутренним сетям, не имеющим прочных связей как друг с другом, так и с ЕС России. Для решения этой проблемы в 2018 году ФСК ЕС завершил работы по созданию крупнейшего в стране транзита 220 киловольт Нерюнгринская ГРЭС, Нижний Куранах, Таммот, Майя. Протяженность транзита 756 километров. Он проходит от границ Якутии с Амурской областью до административного центра Якутска. В республике построены 2 новых центра питания – подстанции 220 киловольт Майя в пригороде столицы, а также транзитная Таммот – заключительный этап всего проекта. Энергообъекты подготовлены для работы в суровых климатических условиях. Здесь применено самое современное оборудование, отвечающее требованиям надежной и безопасной эксплуатации. Оно экологично и бесшумно. Теперь созданы технические возможности для синхронизации с ЕС России, а это повысит надежность снабжения городов, нефтепроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан, предприятий золотодобывающей и угольной промышленности. Энергоемкие потребители смогут оплачивать услуги передачи по иному тарифу ФСК ЕС и перейти на прямые расчеты на оптовом рынке вне ценовой зоне. С запуском нового транзита и в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации изолированный центральный энергорайон Якутии становится частью единой энергосистемы страны. Работа продолжается. Уже в ближайшее время дополнительные связи с Иркутской областью получит промышленный запад республики.